За великими изменениями, которые происходили в конце 17 века в Центральной Европе, стояли известные личности: хан Селим Гирей, султан Мустафа II, Иван Мазепа и царь Петр I. С его приходом к власти ситуация колебаний и неясности на территории Украины начинает меняться. К чему привели амбиции и желания одного человека, который занял московский престол? С вами Андрей Саминин. Это программа об истории крымских татар. Петр I существенно модернизировал традиционную московскую политику приращения земель. Его страсть к европейским нововведениям была вызвана именно стремлением поднять старую политику на качественно новый уровень. Поэтому можно сказать, что все европейские реформы той эпохи были вызваны не европейскими, а старорусскими страстями молодого человека. Его стремления были понятны современникам и более поздним европейским историкам. Российские же исследователи слишком часто принимали петровские реформы за искреннее желание фундаментально обновить саму Москву и ошибались. Стоит вспомнить хотя бы ужесточение крепостной системы, которая отбросила Россию далеко назад, в Средневековье. Иван Грозный, далекий предшественник Петра I, тоже укреплял административную власть диктатурой, чтобы внушать страх соседям. Иван Грозный также укреплял административную власть, чтобы внушать страх соседям. На службу ей привлекается все, включая даже культуру. Европейцы щедро делились своим духовным и научным достоянием с любознательным Петром, который жадно впитывал все, что могло усилить роль государства и его личную власть. Заметной стала и еще одна качественная перемена. Экспансия, с давних пор направленная на территории Дикого поля, была лишена четкой конечной цели. Этот процесс был мало похож на полноценную экономическую колонизацию. В отличие от времен Ивана Грозного, который получал огромные доходы от завоеванных земель, это было бесприбыльное расселение по обширной дикой стране. Особенностью России тех времен была отсталость от западноевропейских стран. И даже их экспансия была постоянно направлена на территории, удаленные от моря. Эта ситуация коренным образом меняется с приходом к власти Петра. России нужна вода. Это слова, с которыми Петр с упреком обратился к князю Кантемиру, стали девизом всей его жизни. Завоевание Азовского моря было целью его первой войны с Турцией, завоевание Балтики – целью его войны со Швецией, завоевание Черного моря – целью его второй войны против Порты, и завоевание Каспийского моря – целью его вероломного вторжения в Персию. Только в результате превращения Московии из полностью континентальной страны в империю с морскими границами московская политика и дипломатия могли выйти из своих традиционных пределов. Перед молодым царем стоял выбор – Балтику добывать или Черное море. В пользу первого варианта его склонял близкий друг и советник, швейцарец Лефорт, в пользу второго Мазепа, заинтересованный в присутствии русских войск в Украине. При этом гетман гарантировал легкую победу при помощи многочисленного, хорошо вооруженного и опытного в борьбе с турками и крымскими татарами казацкого войска.
царь, весьма доверявший гетману и ценивший его богатый политический опыт, склонился к его мнению и выступил в 1695 году на Азов. Этот поход больших результатов не имел, чему турецкий гарнизон крепости был во многом обязан крымско-татарскому войску. Но через год, когда молодой царь собрал гораздо большие силы и увеличил число боевых кораблей, поход к устью Дона повторился с куда большим успехом. К началу первого Азовского похода войско Селимгирея во главе с самим ханом оказалось на месте, у перекопа Азов. Наступление русских уже шло полным ходом, когда хана практически силой лишили возможности руководить обороной Крыма ради очередного похода, предпринятого новым султаном Мустафой II. Селимгирей подчинился, но во время его отсутствия пали Эскитаван, Арслан-Кермен и Кис-Кермен, а Шах-Кермен был сожжен. Сотни мирных жителей при этом были подвергнуты пыткам, казнены и угнаны русскими солдатами для продажи в рабство. Ангарский перевал удалось удержать только отчаянной храбростью эмиров из рода Ширинов.